Всем привет! Сегодня 3 мая. Идем в магазин. Маска защитная и перчатки защитные. Ярослав тоже в маске, в перчатках. Нам надо перейти дорогу не туда, в Улурумов. Ну что, защищены. Идем мы сейчас в ДНС, пункт выдачи. Заказали онлайн, и смс-ка пришла, что можно пойти забрать. Поэтому сейчас идем, забираем гриль. Покажем его, распакуем, что-нибудь поджарим. Поэтому смотрите дальше. Иди маску сюда. Это маска, это без. Так, ну, большинство, видим, закрыто. МТС открыт, а все здесь темно. Выключен свет, потому что ничего не работает. Гипермаркет детских товаров работает, все дверь закрыто. Так, аптека работает. Салон обои какой-то. А, по WhatsApp, видать, так на выдачу работает. Ходим. ДНС. Здесь работает пункт выдачи. Потом нам надо сюда зайти, хлеб купить. Хлеб кончился. Вот пункт выдачи. Прошу соблюдать дистанцию. Можно оплачивать. Выбирать права. Пункт выдачи. Люди держат дистанцию. 057 1 0. Код получения заказа, скажите, пожалуйста. Код получения 9055. Здесь терминал, нам его нашли. Теперь пришли туда, сейчас вынесут. Проверять, да, будем? Хорошо. Ну что, забрали? Поставь, забирай, бери. Все, пошли. Взяли. И здесь ходят. Так, ну здесь продукты. Продают, нам надо хлеб. Ну вот интересно, здесь своего изготовления продукции. Если девушка за окном стоит и делает пельмени лепит. Хлеб возьмем. Так, хлеб. Вот этот стол нормально. Все, взяли 39 рублей у нас. Ну все, взяли нашу долгожданную покупочку с Ярославом. Гриль. Идем домой. Сейчас будем пробовать. Там у нас шашлык есть. Ну что, мы взяли этот гриль. Теперь мы его распакуем. Так, где у нас ножик? Ручку обрезаем. Так, достаем. С этой стороны накручивает. Переворачиваем и вынимаем. Оп. Вот что у нас получилось. Так, коробка пустая, ничего нету. Убираем ее и сам гриль. Боковушки тоже нам они не нужны, пенопластовые. Так, инструкция, руководство. Вот здесь вот на нескольких страницах приводится, какие пользоваться. Здесь время приготовления
продуктов, такая вот табличка с советами. А это у нас что? Гарантийный талон. Ну, там еще есть квитанция о покупке. Так, теперь раскрываем сам гриль. Так, с какой стороны-то здесь? Опа, вот так вот. Тяжелый, железный. Так, это мы тоже убираем в сторонку. Вот так вот. Так, вот такой вот гриль. Сейчас я все уберу в коробку, чтобы не мешало ничего. Это тоже стягиваю. Так, ну что, вот что мы имеем. Поднимаем. Хоба! Вот такой вот красавчик у нас имеется. Две поверхности, но они сменные. Можно сменять их, мыть. И здесь регулировки. Регулировка времени и регулировка температуры. Ну что, пробуем. Наверное, для начала надо промыть эти поверхности, я так думаю, перед первым использованием гриля. Ну, как и любой другой техники бытовой, необходимо промыть ее под водой. Так, вот на кнопочку нажимаю, и смотрите, здесь кнопочка, так нажал, и соответственно вот эта панель, она отошла у нас, и здесь мы видим нагревательный элемент. Вот он, ну, сама тефлоновая поверхность такая вот. То же самое это у нас сбоку кнопочка отстегивается, и такая вот панелька, материал с нагревателем, тефлон. Так, моем. Так, ну все, я промыл, короче, теперь мы обратно застегиваем ее сюда. Так. Встало все. И эту нижнюю часть то же самое аналогичным образом. Она тоже встала. Кнопочки. Все. Так, а вот эту надпись-то надо снимать, нет? А, вот эти вот еще, смотрите, здесь вот эти вот прокладочки, мы их уберем отсюда. Тут с ними совсем не надо. Это упаковочные прокладки были. При транспортировке они используются. И вот у нас ходит, видите, да? Сама вот эта прижимная, она ходит туда-сюда. Так, здесь, наверное, температуру надо какой-то устанавливать и время, соответственно, приготовления. Включаем в розетку. Включили и видим, вот моргает у нас, соответственно. Так, видите, вот так сделаю. Ну вот здесь мы видим, значит, два регулятора. Один регулятор температуры, крайний вот этот вот регулятор температуры, а этот регулятор времени, таймер. Это лампочка режима, включенного режима, а это лампочка готовности. То есть, когда температура достигнет требуемую, она прекратит моргать. Все прекратило моргать. Был соответствующий звуковой сигнал у нас 3 пика. И теперь мы можем выложить продукт.
видно с этой стороны, что Dexp твой лучший стейк. Антипригарное покрытие, съемные панели, можно быть в посудомойке, открывается на 180 градусов, то есть вот так вот раскладывается туда, что в 2 раза больше, можно получить жарки приготовления, соответственно, и таймер до 30 минут. Ну вот у нас мяско, да, Ярослав вот подошел, выбежал на запах мяса, соответственно, сейчас будем готовить с ним. Но мы обработаем, это у нас шашлык, мы его обработаем, подрежем еще, чтобы он был требуемой толщины, чтобы гриль прожарил. Так, ну что, давайте пробуем закладывать. Порезала вот такими кусочками, теперь ложим. Наверное, так вот надо ложить. Деревянную палочку там, Ярослав, подай. Не знаю, что вообще выйдет с этого. Первый блин обычно, как говорят, комом. Тут у нас свинина, она вот такая вот, всякая разная. Так, и вот эти кусочки еще положим. Так, и давайте закрываем. Так, время пошло. Слышим, что он шипит. Надо прижимать, не надо. Температура у нас 203 градусов установлена. И время, это там 5 минут, да? 5 минут. Так, наверное, я пока руки помою. Ярослав, прижми его. Так, это сюда. Должно же чем-то пахнуть. Вот так вот можно прижать, и тогда, смотрите, больше пара выходит. Но вот эта ручка, она явно для того, чтобы ее прижимать, чтобы давить на нее и прижималась. Да, такая штука крупная, солидная, тяжелая. И занимает, как вы видите, она почти пол стола у нас. Ну, четверть, треть где-то так, смотря у кого какой стол. Ну, на ней готовят всякое разные блюда, и овощи, и там и курицу, и мясо, свинину, говядину. Разные вещи запекают, кто на что гораст. Так, давайте посмотрим немного. О, пар, подожди, пар здесь. Может, ты... Вот что у нас получилось. В принципе, вот такие вот кусочки, да, поджаристые уже, да, как бы. Может быть, как-то их так повернуть еще. Стоит, нет? Давайте так вот повернем их. Как цвет-то нормальный хоть? Ну да. Так, еще прижмем. Так, 4 минуты уже у нас жарко идет. Ну, сейчас мы снимем и попробуем. Вон, Ярослава, таймер сработал. Ну, по-моему, хватит. Давай, снимаем. И пробуем. Мясо. Как оно зажарилось или нет. Так, ну что, пробуем. Вот такие вот у нас получились шашлычки. Давай, Ярослав, бери кусочек. Ну, на вилка бери, Уже вилкой. горячий. Бери. Один бери. Так, мы тоже вилку возьмем. Держи. Вот этот кусочек маленький. Прожарился? Да. Ну, в принципе, уже готово. Ну, как тебе по вкусу? Нормально. Ну, тут, конечно, надо мясо подбирать специальное, хорошее, чтобы стейк вот этот жареный, или что вы там делаете, он был мягкий, вкусный и так далее. Ну, вот это шашлычное мясо, оно какое-то немножко твердоватое, я бы сказал, да? Поэтому, ну, для стейка соответствующее мясо. Мы взяли то, что у нас было. Ну что, мы загрузили еще одну порцию и еще жарим. Прижимаем и делаем следующие вкусняшки. Ярослав, все не съедай сразу.
прямо. Уже набросишь. Ну такой запах, знаете, да? Какой запах жареного мяса. Сейчас супер, конечно. Можно в нем также делать что? Шаверму, да? Запекать вот эти вот всякие разные штучки. Бутерброды тоже запекать можно. Все, что вы можете придумать, в этой штуковине можно делать. Тут надо быть осторожным, потому что вот этот пар, который выходит, он опасен. Поэтому при открывании, держании надо какую-то надевать перчатку, термоперчатку защитную, чтобы не обжечь руки. Так вот мы их, можно, наверное, не переворачивать, но я так вот сделаю. Еще на полминутки для лучшей прожарки. Сколько там осталось? Ну, у нас должен сам гриль выключиться. Или мы слишком сушим, наверное, да? Так, но мы заложили еще одну порцию. Вот смотрите, еще заложили одну порцию и закрываем теперь. Ну, там можно и сосиски. Что там написано, Ярослав? Какие можно блюда готовить? Замороженные продукты, бекон, курица, сосиски, говядина 2 сантиметра, говядина 4 сантиметра, рыба 2 сантиметра, рыба 4 сантиметра, бургер. Бургер? Да. Бургер, а шаурма что-нибудь почему не написано? Ну, короче, вот надо пробовать. Теперь мы будем пробовать разные штуки там. Сосиски у нас еще есть. Но надо помнить, что эта штуковина 2 киловатта, у нее потребляемая мощность. А, нет. Так что она, если у вас электричество дорогое, она съедает довольно много электроэнергии. И потом у вас счет хороший придет. Сколько там осталось? Минута 40, да? Да, не забывайте вот такую деревянную палочку, чтобы работать с грилью, потому что покрытие вот здесь вот тефаль и соответственно антипригарное. И если его металлической какой-то вот, допустим, такой трогать, оно поцарапается и слезет, соответственно, это покрытие. Так, все, да? Вот, поджарилось. Теперь мы поменьше сделали. Ну, тут можно выключить это. Оп, все. Снимаем мяско. Ну, его хорошо, конечно, сейчас еще с овощи сейчас дожарить. Ну, пока у нас к этому не подготовились. Просто вот решили проверить на мясе. Пока на мясе решили проверить. На мясе. Как оно готовится. Потому что вы же понимаете, что вы покупаете, надо проверить. Ну что, вот такое вот у нас блюдо получилось. Классное такое блюдо. Будем кушать, пробовать. Короче, решила я здесь еще макароны зажарить. Вот смотрите, как они делаются. Макарошки. Такая корочка сейчас будет. Но их недолго. В принципе, вот смотрите, да? Прикольно как получается. Можно уже, в принципе, выключить. Включаю. Все. Пускай немножко постоит, там она подсушится, и мы достанем ее. Ну, вот такие макарошки у нас прикольненькие, вкусненькие тоже. Я сразу их приготовил после того, как мы мясо поджарили. И вот что у нас получилось. Такое зажаристое мяско. Видите, да? И зажаристые макарошки вкусненькие. Вот что у нас получилось. Теперь мы будем пробовать все это с соусом, кетчупом там и так далее.